Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! В этом видео я бы хотел обратиться к нашим туркменистанцам, которые работают за пределами Туркменистана, к нашим трудовым мигрантам. Как вы знаете, около 60% населения Туркменистана проживает за границей. Большинство из них трудовые мигранты. В основном наши граждане находятся в Турции, в России, США и в других странах. Более 500 тысяч человек перечисляют своим родственникам в среднем около $200 США. Это в месяц получается около 100 миллионов долларов США. Или же в год 1,2 миллиарда долларов США. То есть эти средства, которые перечисляют наши мигранты, являются инвестициями наших граждан в экономику Туркменистана. Эти деньги наши трудовые мигранты перечисляют в Туркменистан своим родственникам, чтобы те тратили на покупку продуктов питания, строительных материалов, одежды, подарков, машин, бензин и так далее. То есть эти средства полностью оседают в Туркменистане. Оттуда, естественно, платятся и взятки коррупционерам, оттуда, естественно, платятся и на подарки своим родственникам. В общем, эти деньги оседают в Туркменистане. То есть наше государство не потратило ни одного цента, чтобы заработать эти деньги и перечислить в Туркменистан. То есть это инвестиции наших граждан, трудовых мигрантов в Туркменистан. И вот когда МХМ говорит, что все люди, которые находятся за пределами Туркменистана, являются врагами нашего народа или врагами государства, они глубоко ошибаются. Эти люди делают инвестиции в Туркменистан ежемесячно. Это они поддерживают и решают все социальные проблемы Туркменистана, которые должен был бы решать президент Туркменистана Бердымухамедов. Дорогие туркменистанцы, ни для кого не секрет, что вы были вынуждены покинуть свои семьи и уехать в разные страны, где вы в тяжелых условиях работаете и зарабатываете свои деньги. Не видя своей семьи, многие находятся нелегально, из-за этого вы недополучаете по полной мере свои положенные заработанные средства. Плюс к этому, конец к этому даже не предвидится. Если мы не будем ничего предпринимать, то это будет продолжаться вечно. Сейчас уже не секрет, что Бердымухамедов привел нашу страну к банкротству. Он просит у всех стран деньги на любых условиях, чтобы выжить, чтобы его режим выжил. Он предлагает наши природные ресурсы за бесценок. Он каждый день выступает по телевидению, по программе «Ватан Хабарлары» и обманывает весь мир, говоря, что мы развиваемся, по всем отраслям, направлениям идет полное развитие. Это полная чушь. Выйдите на улицу и посмотрите на очереди. Вы сразу поймете, что это обман. Вот небольшие свидетельства в том, что экономика давно схлопнулась. И в стране денег нет. Он дал указание, чтобы перевели телевидение на хозрасчет. Продает сигареты по завышенным ценам, чтобы собрать деньги у населения. Эти деньги идут на оплату заработной платы чиновникам. Второй раз сокращает чиновников и объединяет этрапы. Людям неудобно ездить туда, 60-70 километров проходить, чтобы взять какую-то справку. Это все делается для уменьшения бюджета финансирования. Перевели весь государственный транспорт на хозрасчет. Он требует, чтобы организации закупали самолеты, грузовики и начали сами зарабатывать деньги. Чтобы зарабатывать валюту, требует осуществлять грузовые перевозки для других стран. Чтобы выживал телеком и для пополнения денег операторам связи, он разрешил снизить тарифы за пользование интернетом, чтобы народ покупал интернет и деньги поступали в казну. Он начал печатать дополнительные манаты. Эти манаты не подкрепленные ничем. То есть, естественно, произойдет инфляция. Он ее ускорит. Курс доллара поднимется. Всем отраслям экономики он сказал: зарабатывайте сами, денег нету, выживайте как хотите. Но для своего, конечно, строительного бизнеса он деньги нашел. Он и дальше втянет нашу страну в долги. И в этом году он планирует построить строительные объекты на сумму около 2 миллиардов долларов. Несмотря на то, что Туркменистан занял 162 место из 167 стран по развитию демократии в стране, его это даже просто не интересует. Потому что весь мир прекрасно осведомлен, что в Туркменистане существует диктатура Бердымухамедова. Эпидемия коронавируса показала реальность и недееспособность диктаторского режима. Из-за этого режим Бердымухамедов сейчас как никогда слаб. Мы должны понять, у нас появился шанс убрать этот режим. Посмотрите на соседей в Узбекистане, Казахстане,
Таджикистане, Киргизстане, в Азербайджане, в Турции. Там разве экономика упала в несколько раз? Нет. Там за хлебом стоят в очереди? Нет. Там безработица более 70%? Нет. Есть ли там большие сокращения? Нет, конечно. Там заработную плату дают в размере $40? Нет. Там пенсию дают около $15? Конечно, нет. Так вот, это показывает, что наш диктатор не может управлять страной. Мы 4-я страна в мире по запасам газа, но мы банкроты. Это показывает, что господин Бердымухамедов ездил, отдыхал, пил, танцевал, пел в то время, когда надо было создавать резервный фонд. В то время, когда надо было на черный день откладывать деньги, он строил объекты и зарабатывал через свой строительный бизнес миллиарды. Разве вот такой руководитель сможет управлять нашей страной в трудную минуту? Нет, конечно. Нам надо его обязательно поменять. В то время, когда 60% туркменистанцев вынуждены работать вдали от своей родины как рабы, чтобы содержать свои семьи в Туркменистане, этот клоун продолжает свой строительный бизнес. Транжирит деньги направо-налево. Я бы хотел вас попросить остановить все перечисления до 1 июня 2021 года. Если вы не можете остановить, то перечисляйте минимум только те средства, которые необходимы для питания вашей семьи. На каждые 2 человека вы перечисляете $50 США. Если вы строите дома, то приостановите все до 1 июня. Пусть ваши родственники покупают только необходимые продукты питания. Никакие дни рождения, никакие подарки друг другу. Все отложите до 1 июня, пожалуйста. Покупайте только самое необходимое. Что это даст в Туркменистане? Первое. Ваши родственники не будут голодными. Они будут питаться нормально и покупать необходимые продукты питания. Второе. Они не будут покупать одежду, телевизоры, стройматериалы и другие товары. Это позволит приостановить экономику в стране, приостановить оборот денег в стране. Магазины начнут терпеть убытки, начнут закрываться. Из-за нехватки денег стоимость взяток везде будет уменьшаться. Чиновники, полиция, МХМ, прокуратура, суды не будут получать, как раньше, много взяток. Им придется жить только на свою зарплату. И это им позволит взглянуть на Туркменистан другими глазами. На черном рынке не будет хватать долларов. Доллар будет только ускоренно подниматься. Бердымухамедов в то же время начал печатать деньги. Это будет ускорять инфляцию. Доллар будет подниматься еще быстрее. Он будет стоить 50-60 манат. Но и на этом он не остановится. Начнется гиперинфляция. Экономика не выдержит. Экономика рухнет. Если вы не будете много перечислять, доллары будут дефициты в стране. И доллар взлетит очень быстро, и манат рухнет. Тот, кто работает в госорганизациях, будет получать в 2 раза меньше. Если он раньше получал по черному курсу $100, теперь он будет получать $50. В Туркменистане реально поймут, что вы не предатели Родины, а вы инвесторы экономики Туркменистана. Вы кредитуете экономику Туркменистана. Тогда и чиновники поймут, что перемены нужны. Все, кто относился лояльно к Бердымухамедову, поймут, что им тоже надо бороться. Полиция, МХМ, правоохранительные органы будут с пониманием относиться к активистам. Они не будут устрашать активистов и мешать проводить протесты, митинги. Поэтому они сами захотят перемены. Получается, вы финансируете экономику Туркменистана, отправляя деньги своим родственникам, решаете социальные проблемы целой страны, а в это время Бердымухамедов грабит деньги с государства, занимается строительным бизнесом, спокойно ворует миллиарды и песни поет. Разве вам не обидно? Вам надо эти 4 месяца требовать от своих семей строгого отчета затрат ваших денег. Это позволит дисциплинировать все расходы, дисциплинировать вашу семью. Объяснить своим семьям, что это временное явление, всего лишь 4 месяца. Пусть потуже затянут пояса. Конечно, если у вас крыша течет и вы строите дом, естественно, вы должны сфинансировать. Или в больницу кто-то попал, или какие-то срочные вещи, вы это, конечно, сфинансируете. Но постарайтесь до 1 июня жестко урезать бюджет. Оставьте только на питание. Если вы не выходите на митинги, не смотрите YouTube, не пишите комментарии, просто сидите, зарабатывайте, хоть помогите вот этой своей акции нашим активистам. Какая выгода будет от этого у вас? Вы не потеряете эти средства. Вы можете собрать ваши деньги и положить просто под проценты в банк.
За 4 месяца накопится небольшой капитал, который обязательно вам пригодится. Когда мы поменяем власть в стране, у вас будет стартовый капитал для начала своего маленького бизнеса. Разве это плохо? В Туркменистане все цены на строительные материалы, на одежду, на все товары, кроме продуктов питания, упадут в долларовом эквиваленте. И то, что вы купите сейчас, и то, что вы купите чуть-чуть позже, то цены будут еще дешевле. То есть из-за нехватки долларов и печатания манатов доллар поднимется очень сильно. Через 3 месяца товары, которые вы хотите купить, будут еще дешевле. Вы выиграете от этого. Если мы сможем мирно поменять власть, вы сможете приехать в Туркменистан свободно, без взяток поменять паспорт. И если захотите сразу уехать, без проблем вы уедете. В новом Туркменистане вы сможете когда угодно заходить, заезжать в Туркменистан, свободно приезжать и свободно уезжать. Никаких проблем не будет. Все посольства Туркменистана будут работать для вас, помогать вам, без проблем продлевать вам все документы, в случае необходимости решать ваши проблемы вместе с вами. Кроме этого, будут специальные программы помощи студентам и трудовым мигрантам. Наше государство подпишет двухстороннее соглашение с Турцией, чтобы у вас была возможность спокойно открывать бизнес в Турции, работать там уже не в качестве рабов, а в качестве нормальных, активных бизнесменов. Этим мы спасем нашу страну от диктатора Бердымухамедова. Туркменистан перейдет на новый путь развития, на путь демократии. К вам в Турции после этого будут относиться с уважением, а не как к рабам. Вы не будете теперь нелегальными трудовыми мигрантами, вы будете нормальными, полноценными гражданами с нормальными документами. Это поможет вам открыть свой бизнес или передвигаться по Турции спокойно, без проблем. Уважаемые туркменистанцы, если вы не можете выходить на митинг, если вы не можете заходить в YouTube и нас поддерживать, если вы не хотите светиться, но если вы хотите, как мы, сменить этот позорный диктаторский режим и увидеть новый Туркменистан, остановите финансирование Туркменистана. Остановите финансирование режима Бердымухамедова. Экономика Туркменистана значительно замедлится. В нашу страну ежемесячно поступает около 350 миллионов долларов. Из них 100 миллионов долларов перечисляете вы. Это приблизительно 30%. Если вы остановите или уменьшите максимально перечисление, то народу Туркменистана не будет хватать денег. Народ не будет терпеть, он встанет. Кто-то скажет, я ничего не решаю, мои деньги ничего не решают, у Бердымухамедова денег много. Это все ложь. У Бердымухамедова денег нету. В стране бешеный кризис. Все взяточники и госчиновники поймут, что вы не враги туркменского народа, а вы есть инвесторы и кредиторы. Что вы больше, чем президент, выполняете работу по социальному обеспечению населения. Поэтому я призываю вас, остановите перечисление максимально. Президент Туркменистана закрыл границы для вас. Для всего мира он открыл эти границы. Он хочет провести отборочный кубок Дэвиса по теннису в Туркменистане. Олимпиаду. Он для всех открывает эту границу. Но он закрывает для вас. Вам разве не обидно? Вы выполняете работу инвестора Туркменистана и для вас закрывают границу. С вас, граждан Туркменистана, как с иностранных инвесторов, берут взятки. В каждой точке, в посольстве, на границе, при продлении паспортов, при въезде, при выезде, везде. Это уже стало традицией. Обдирать всех трудовых мигрантов, когда они приезжают в Туркменистан. Это разве справедливо? Вам не обидно от этого? Давайте положим конец этому. Давайте поменяем все в Туркменистане. Дорогие туркменистанцы, режим Бердымухамедова лежит в руинах. Он не показывает это. Давайте положим конец этому режиму. Давайте уберем этот режим, который предназначен для одного человека. Где вся политика нашего государства только для одного человека. Давайте построим демократический Туркменистан. Я вас очень прошу внести свой вклад в смену этого режима. В Туркменистане все равно наступят демократические процессы. Поэтому вперед туркменский народ, вперед Туркменистан. Спасибо.